Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения «За независимость Саха». Сегодня у нас очередные пятничные новости. Сразу хочу принести свои извинения за то, что на прошлой неделе новости не вышли, но просто была очень насыщенная неделя, и даже не одна, а целых 3 насыщенных недели. Мы в Варшаве провели акцию Лиги свободных наций, которая называлась «Молчание– это соучастие». Ну, хочу сказать, что это была не столько акция, не митинг, да, а настоящий перформанс на самой главной площади. Это был 26 апреля, в субботу, на самой главной площади Варшавы, в старом городе. Площадь Замковой называется. Мы, значит, используя одну стену, ну там есть звонница, да, и стену этой звонницы мы использовали для трансляции видео, проектирования видео. Значит, в видео мы использовали фотографии, ну вообще, в общем, да, рассказывали на этой акции о политических заключенных, о тех людях, которых преследует режим Путина и вообще российские власти, да, из числа представителей порабощенных народов, из числа представителей национальных республик. В частности, мы говорили о Фаиле Алсынове, это оппозиционер из Башкортостана. Мы говорили о Зареме Мусаевой, это мама чеченских активистов, братьев Ингулбаевых, которую путинский режим сейчас держит в заложницах. Это, конечно же, наш Александр Габышев, шаман из республики Саха, который до сих пор подвергается в России карательной психиатрии. Вот. Ну и другие из Татарстана тоже были представители, о которых мы говорили. Помимо того, что мы транслировали видео, у нас еще была живая музыка, выступала скрипачка, она играла несколько композиций, мы выбрали национальных, этническая, да, мелодия была наша национальная, там башкирские мелодии звучали мелодии Татарстана и Калмыкии, Республики Калмыкия. Вот, я считаю, что акция прошла хорошо. Да, еще в рамках этой акции мы также сказали о том, что необходимо не забывать, да, добиваться освобождения украинских военнопленных и пленных из числа мирных жителей Украины, да, которых вывезли с оккупированных территорий. Вот. Во время акции мы раздавали листовки всем желающим, рассказывали о том, чему посвящена акция. Вот. Но я считаю, что акция прошла на самом деле хорошо. Это была самая первая акция, которую я проводила лично, да, я ее организовывала. Я там еще брала там 10 минут выступления у меня было. Тоже коротко я рассказала о том, чему посвящена акция. Да. Мы хотели привлечь внимание европейского общества, европейских правозащитных организаций и фондов к проблеме политических заключенных из представителей порабощенных народов России. Я считаю, что цели своей мы достигли. Публикации были в польских медиа, публикации были в украинских медиа и публикации были в белорусских медиа. Вот, как раз таки в воскресенье у нас выйдет тоже материал на украинском телевидении вот об этой акции. Я думаю, что акция у нас, конечно, удалась. Да, это самая первая акция, которую я проводила, еще раз повторю. Ну, будем считать, что опыт уже есть, да, для проведения таких акций. Мы, кстати, да, не планировали мы никаких митингов, никаких речей, вот, а только вот такого рода перформанс. Насколько я знаю, никто из национальных активистов, тем более из национальных активистов, да, никто вообще из хороших русских не проводил подобных акций в защиту политических заключенных. Наша акция такого рода, она была первая. Эта акция прошла как раз после того, как я узнала, что лично меня официально внесли в список Росфинмониторинга экстремистов и террористов. Хочу сказать, что я не первая и, скорее всего, не последняя, кого внесли в этот список. Там есть очень известные имена для нас, для нашей республики. Во-первых, это Андрей Заякин,
Андрей Заякин, это российский ученый-физик, общественный деятель. Он, кстати, уроженец города Якутска. Он заканчивал, по-моему, коммерческую школу в Якутске, если я не ошибаюсь, да. И он основатель сетевого сообщества Диссернет. Вот. Достаточно известная личность в либеральных кругах российских, оппозиционных. Вот. Ну, на Заякина вообще навесили все, скажем так, регалии, да, российское государство на него навесило, какие только можно. Он экстремист, террорист, он иностранный агент, и, по-моему, он еще лицо нежелательное на территории Российской Федерации. В общем, такие дела. Помимо него в списке находится Владислав Амосов, наш революционер, наш друг, да, потом в нем находится Айхал Амосов, все вы тоже о нем знаете, это тоже оппозиционный музыкант, сейчас он живет на территории Германии, находится, да, и в последнем интервью он говорил, что он прямо ждет, когда он вернется уже в новое независимое государство для того, чтобы его строить. Ну, как и мы все, да, думает об этом. Потом в этом списке находится Дмитрий Павлов. Я думаю, что вы все его помните. Это вот тоже наш якутский оппозиционер. С самого начала войны, с самого начала полномасштабного вторжения Дмитрий открыто заявил о своей позиции, и он связал свою деятельность тогда с Сибирским легионом. Вот. Сейчас практически Дмитрия активность его снизилась, но это, скорее всего, связано с какими-то, в общем, такой ситуацией житейской. Да? Ну, я надеюсь, что Дмитрий, он еще будет, что называется, в строю нас, в нашем строю единомышленников. Следующий у нас, значит, известный, так, Дмитрия назвала, Айхала назвала, Сайдо Хамус. Сайдо Хамус – это вот парень Саха, который, интервью с ним тоже было и на нашем канале, интервью с ним было и на других медиа, по-моему, Радио Свобода выпускал с ним интервью. Вот, в настоящее время я вот не помню, выпускал, но вообще достаточно известная личность. Это человек, который воевал в составе Сибирского легиона на стороне Украины против российской оккупации, против российских оккупантов. Вот, его тоже включили в этот список экстремистов и террористов. И также в список одна из известных личностей, тоже из Республики Саха, это одна из последних, да, включенная в список Саша Александрова, журналистка, свободная журналистка. Она, как мы знаем, в 22 году покинула Российскую Федерацию, и вот по неизвестным для нас причинам она туда вернулась. Конечно же, она была задержана, и сейчас у нее уголовное дело, и она внесена в этот список Росфинмониторинга. Вот. Но помимо, я посмотрела этот список, и помимо людей известных, да, которые громко говорят, заявляют о своей позиции, там есть люди неизвестные никому. Например, в этом списке находится Александр Птицын. В списке Росфинмониторинга он указан как уроженец города Якутска. Но, скорее всего, это уроженец Мегино-Кангаласского улуса. Информация об этом была. В 2022 году, по нему информация, да, его штрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. И донос написал на него, как было указано в СМИ, да, Макс Отто фон Штирлиц. Ну, мы понимаем, да, к кому отсылка, почему человек-доносчик выбрал себе такое имя. Вот, ну и скорее всего этот же Александр Птицын, уроженец Мегино-Кангаласского улуса, он же был внесен в список Росфинмониторинга как экстремист и как человек, который причастен к террористической деятельности. Помимо Птицына в этот список также был внесен некий Булат Ксенофонтов. Булат Ксенофонтов – это студент исторического факультета нашего университета Северо-Восточного федерального, да, СВФУ. Вот. Никакой информации о том, по какой статье его судят, нет. Да. Единственное известно, что 12 декабря 2024 года Ксенофонтову была избрана мера пресечения, значит, как домашний арест. Статья не указана.
Ну и очень много-много других лиц, которых мы не знаем. Надо понимать, что не все эти лица, не все эти люди, они проживали на территории Республики Саха, когда их включили в этот список. Но все эти люди являются уроженцами Республики Саха. Вот. Еще одно интересное имя, которое есть в этом списке. Алмастах Галина Николаевна. Мы попытались узнать, кто это такая. Мы связались с правозащитниками из ОВД-инфо. Вот. И нам поступила такая информация, что это фермерша. Вот. Это фермерша, она имеет свое хозяйство фермерское рядом с городом Якутском. Вот, хозяйство достаточно большое, вот, и правозащитники полагают, что ее внесли в этот список по надуманному обвинению в экстремизме, да, и в пособничестве терроризму с одной целью, для того, чтобы отобрать у нее участок, для того, чтобы отобрать у нее фермерское хозяйство вместе со всей техникой, вместе с землей, вместе с животными. Видимо, кому-то или из правоохранительных органов, или из числа чиновников очень приглянулся этот участок, поэтому они решили его отобрать. Таким образом избавились от владельца. Вот. Надо быть готовым сейчас к тому, что такие вот такого образа, такого рода рейдерские захваты, они будут происходить в Республике Саха. Все те, у кого есть бизнес, который может понравиться кому-нибудь из ФСБшников или из чиновников, да, они могут совершенно спокойно попасть в список экстремистов, террористов, и совершенно спокойно им заблокируют все счета, им запретят вообще любую деятельность на территории Республики Саха и вообще на территории Российской Федерации. Вот, нужно это понимать. Вот, почему они меня внесли в этот список, ну, понятно, да, они вносят, значит, преследуют две цели. Во-первых, первая цель – это запугивание жителей Республики Саха. Известно, что наш контент, который мы производим, он целью его является, да, наша целевая аудитория – это жители Республики Саха. Мы работаем на жителей Республики Саха, выпуская ролики, выпуская рилсы, делая шорты, да, это все направлено внутрь Республики Саха. Обозначая меня экстремистом и террористом, власть пытается запугать как раз-таки тех, кто вот сейчас, например, смотрит этот эфир. Да? Они говорят, не лайкайте, не комментируйте, не делитесь. И вообще желательно, чтобы вы вообще ничего не смотрели, не узнавали правду, да? Не узнавали, что на самом деле происходит, не узнавали другую точку зрения, отличную от политики, значит, путинского режима. Да? Таким образом, они пытаются запугать и вас, жителей Республики Саха. И вторая их цель – пометить своего личного, значит, врага, поставить такую метку, чтобы в любом случае его можно было бы узнать. Ну, понятно, да, что если стоит звездочка напротив моего имени, значит, уголовное дело заведено. Уголовное дело, на самом деле, было заведено в 2023 году. И тогда же был и вынесен мне заочный арест Якутским городским судом, и тогда же меня добавили в список, в международный розыск, в список разыскиваемых, да. Вот, они сами себе таким образом облегчают работу. Они открыли список, они увидели имя, я есть в этом списке, можно, значит, шельмовать. Можно задерживать на границе совершенно спокойно, да, можно задерживать в другом государстве, которое лояльно Российской Федерации и ее политике. Вот, это вот вторая цель, которую они преследуют. Следующая новость – это празднование Дня Республики. Давайте посмотрим. 27 апреля в Якутске сотни горожан и гостей столицы собрались на национальный круговой танец «Асуахай», посвященный Дню Республики. К традиционному хороводу присоединились представители власти и общественности республики. Площадь Республики, открытая в октябре прошлого года, стала эпицентром празднества. Здесь собрались жители и гости Якутии, чтобы продемонстрировать единство и стремление к развитию родной земли. 27 апреля 1922 года был подписан декрет об образовании Якутской АССР в составе Советской России.
Спустя 70 лет, в 1992 году, в этот же день вступила в силу Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Дата 27 апреля в республике объявлена нерабочим праздничным днем. Давайте сейчас поговорим о том, что на самом деле, да, происходит с этим Днем Республики. Да, на самом деле это очень такая исторически важная дата. Да, 27 апреля 1922 года была провозглашена Якутская автономная социалистическая, советская социалистическая республика, то есть автономия в составе РСФСР. До этого мы никакого юридического статуса не имели. По-моему, там была Якутская губерния, да, если я не ошибаюсь. Вот. Но сейчас вот провозгласили. Тогда вот провозгласили, да, без признаков настоящего, значит, суверенитета. Не было у нас ни символики, у нас не было ни управления, да, в наших руках, не было, мы не держали в своих руках финансы, армия, дипломатия, все это находилось в руках центра в Москве. С этой точки зрения, да, День Республики, который сегодня так широко празднуют, это вообще не день свободы, это день закрепления подчинения. Вот, подчинение, которое вот оформлено красивыми словами и лозунгами. Когда сегодня этот день, 27 апреля, преподносят как День государственности, День Республики, да, они сознательно умалчивают о том, что автономия эта находилась в составе Российской империи. То есть на самом деле происходит подмена понятий. Это не день суверенитета, а день закрепления нашего колониального статуса в такой вот социалистической упаковке. Да, это не было освобождением, это не было восстановлением, это не было значит, получением прав управлять своей территорией самостоятельно, да, а это, скорее всего, был допуск к советской системе, который вот был оформлен через такую национальную форму. Бесспорно исторический шаг. Тогда первый раз якутский народ официально признался как народ с правом на самоопределение. Конечно же, оно было ограничено, это право на самоопределение, потом по итогу его вообще убрали из Конституции. Да, но был такой первый шаг, обещание в будущем, да, стать союзной республикой, как, например, союзной республикой были такие сейчас уже независимые государства, как Армения, Азербайджан, Украина, Грузия, Беларусь, Таджикистан и так далее. Да? Вот. Да, и, соответственно, потом настоящий суверенитет мы получили в 90-м году, и 27 сентября как раз-таки отмечается День суверенитета, да, вот, но 27 апреля 22 года мы стали официально колонией Москвы, колонией в составе Российской империи. И сейчас мы этот праздник, он празднуется так, как будто вообще никогда в нашей истории не было суверенитета. Так, как будто Республика Саха никогда не имела значит, в своей конституции таких слов: демократическое, суверенное, независимое государство. Как будто мы всегда были некой административной единицей, неким объектом права, вот, а не его субъектом. И это очень удобно для тех, кто строит нынешнюю вертикаль власти. Мы не отвечаем, не контролируем свою экономику. Все ключевые ресурсы вывозятся за пределы Республики Саха, оставляя здесь вот только следы, да, этого варварского отношения, варварской добычи. Мы не управляем своим культурным пространством. Значит, языковая политика определяется государством. А государство у нас какое, мы знаем все, да, Российская Федерация. Кто у нас является государствообразующим народом? И какой язык у нас является государствообразующим, да? Мы не можем написать свою личную, собственную историю, да, потому что мы сейчас в учебниках истории изучаем историю России. Ни в одном, и добровольное вхождение, да, в состав Российской империи. Ни в одном учебнике не будет написано, как вот эти вот, в кавычках, первопроходцы, с какой кровью они завоевывали наши территории. Вот. Мы, все, медицина, все общество, образование,
отрасли строительные, там, промышленные, аграрные, это все подчинено сегодня Москве. Ну и в итоге получается, что мы свою судьбу сами выбирать не можем. Как нам Кремль скажет, что Кремль нам прикажет, то мы и будем делать. Приказал Кремль идти в соседнее государство умирать. И, значит, стройными рядами саха пошли в соседнее государство умирать. Вот. Мы по-прежнему население, да, республики. Мы не стали гражданским обществом, мы не стали политической нацией. Вот. Что вселяет надежду, что этот факт, он кажется, что все так мрачно, да, но на самом деле надежду вселяет то, что в нас еще осталась историческая память. И там и сям в разное время мы можем услышать, да, как люди возмущенно говорят о том, что, допустим, тот же Ксенофонтов Павел, да, он говорил о том, что ни один русский не покаялся за то, что 4 века назад они творили на нашей территории. Никто не покаялся за сталинские репрессии, да, он тоже об этом говорил. Никто не покаялся за то, что происходило в 20-е годы прошлого, как раз вот перед принятием, да, перед тем, как Республика Саха стала автономной республикой в составе империи. Никто не покаялся. Вот эти слова звучат. Сейчас громко еще звучат слова о том, что мы живем, имея такие природные богатства, да, являясь такой богатейшей республикой на территории Российской Федерации, и живем очень плохо, очень бедно. Это все историческая память. И я думаю, что она когда-нибудь, да, вырвется наружу. Вот это вот недовольство, оно все равно, его невозможно копить в себе долго, да, общество не может его долго копить. Рано или поздно придет тот момент, когда все взорвется, да, все это недовольство выплеснется. Я очень надеюсь, что все-таки рано, да, это наступит, чем поздно. Вот. Я всегда говорила, да, что три значит, этапа мы прошли. Мы стали сначала автономией, потом мы получили независимость, и третьим этапом, да, уже окончательным, да, окончательной точкой должно стать получение уже настоящей, а не фиктивной, не бумажной независимости. Но с приходом Путина мы вернулись, к большому сожалению, на начальный этот этап. Мы вернулись в исходное положение, когда мы стали только автономией. Именно поэтому они сейчас широко празднуют получение статуса автономии. Да? Потому что мы сейчас находимся в этой исходной точке. Нам еще до следующей точки, да, которую мы когда-то уже прошли, но нам второй раз придется проходить. Вот. Я надеюсь, что это произойдет быстрее, чем через 70 лет, да, как это было во времена Советского Союза. Ну, с развитием технологий, с тем, что информационные скорости увеличились, да, я думаю, что это произойдет быстрее, чем через 70 лет. Вот. И тогда уже наш статус будет закреплен в Конституции как независимого государства окончательно и бесповоротно. И никто не придет и не сможет нас заставить вычеркнуть из нашей Конституции слова о независимости и суверенитете. Вот, я очень на это надеюсь. Поэтому особо праздник 27 апреля, конечно же, для нас праздником и не является, на самом деле. Да? Для нас сейчас больший праздник – это 27 сентября. Следующая новость о праздновании 1 мая. Во всех городах Республики Саха, я не знаю, как в других, но первомайское шествие было запрещено. Понятно почему. В прошлом видео я тоже говорила об этом, да, потому что слово «мир» сейчас под запретом. Представляете, в какой опасности будут находиться чиновники республиканские, когда жители наших городов и наслегов, и улусов выйдут на шествие с транспарантами со словом «май». Со словом «мир», простите. Можно. Май еще не запрещен, но мир уже уголовно наказуем. Однако очень смелые люди живут в Чукурдахе. Они вышли на первомайскую демонстрацию. Давайте посмотрим, как это было.
люди, конечно, молодцы большие, что они вышли, несмотря на запрет. Но вообще это видео у меня вызвало очень такие не очень хорошие, не очень хорошие эмоции. Почему? Потому что это было больше похоже на траурную процессию. Если приложить к этому видео, ну, брать звук и приложить туда траурную музыку, то это вот будет 100% траурная процессия. Особенно даже снег не смущает, да, понимаете, не смущают ни российские флаги, ни там, ни снег, смущает фон, на котором все это действие происходит. Вот эти полуразвалившиеся бараки, вот эти заборы, да, заваленные, все это, конечно же, вызывает такую печаль. И понимаешь, насколько вообще люди не заботятся, насколько власти не заботятся о том, как люди будут жить. А люди не понимают, да, они готовы выйти на парад, готовы размахивать триколорами, но потребовать у властей, чтобы они починили дома, снесли вообще эти дома, потому что я предполагаю, что в этих аварийных домах жить вообще невозможно, да, чтобы они не могут. Они не могут, к сожалению. Вот поэтому у меня, конечно же, очень негативные эмоции вызвало это видео. Вот. Следующая новость у нас прямая линия. Ну вот на основе этой прямой линии Николаева мы сделали новость. О чем сказал Николаев? Ну, это боль, да, боль всех горожан, всех людей вообще, которые живут в Республике Саха. Давайте посмотрим. Примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы на связи. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Добрый день. Это жительница города Якутска, Светлана Иванова. Обращаюсь к вам по вопросу чистоты нашего города. Это, наверное, интересует многих, потому что Якутск утопает в грязи. Лужи везде, мусор, грязь. Не пройти, не проехать. До работы не можем дойти пешком, не то что гулять. Это в центре так. А что на окраинах творится, даже мы не представляем. Каждый год одно и то же. Столица Алмазной Республики тонет в грязи. Неужели никому нет дела? Спасибо. Спасибо. Ну, я ожидал, что, наверное, такой вопрос все равно прозвучит, а он обычно всегда у нас по весне поступает. Я бы не стал, наверное, знаете, вот уж говорить, что уж совсем у нас все плохо. Вот сегодня 27 апреля, мы видим, сколько людей у нас по улицам ходят, гуляет. Конечно, в этом году я считаю, что вот такая чистота, как вот сегодня, например, да, в центре, например, по проспекту, город бы, наверное, смог ее обеспечить гораздо раньше, только апрель у них реально был аномальный. Аномальный с точки зрения, знаете, погоды, когда у тебя за месяц выпадает там 3 месячные нормы, там чисти, не чисти, все равно будет грязно. Так? Это, к сожалению, так везде. Вот. Поэтому я считаю, что, в принципе, вот сейчас город должен подтянуться, тем более у нас такие великие праздники уже начинаются, вот День Республики, потом уже скоро 1 мая, потом 9 мая. Уверен, что они справятся. Видно, что дороги уже более-менее чистят, везде причем, не только в центре, но и по краям города. Вместе с тем, конечно же, очень большие нарекания есть, и здесь я с жителями, вот, и в том числе вот, с жительницей согласен, это дворовые территории. Дворовые территории, конечно, оставляют желать лучшего. Не знаю, что здесь причиной, то ли вот та реформа, как многие говорят, когда вот ЦДХ ликвидировали, отдали все управам, управы сейчас не могут наладить взаимодействие с управляющими компаниями, из-за этого есть такой определенный бардак, так? То ли какие-то другие темы, связанные вот как раз с отсутствием постоянного штата муниципальных дворников, как у нас, например, раньше было. Ну, может быть, и комплекс всех этих проблем. Но понятно, что в будущем городской власти и главе города надо особое внимание обратить именно на вот эти дворовые территории. Если в дворах будет грязно, улицы чистые, не чистые, все равно это все будет туда выходить. И вот здесь как раз работа управляющих компаний, органов вот как раз управления окружных, работа муниципальных предприятий, она вот как раз на это должна быть сосредоточена, на мой взгляд. Ну и, конечно, дорогами надо тоже постоянно заниматься. Дорог, в том числе, вот, хорошо сделанных в городе с каждым годом больше, соответственно, надо их чистить. Чистить надо больше уже, так, а оставлять все так, как было на уровне десятилетней давности, да, ну, к сожалению, так уже не получится, потому что все дорожает, в том числе и техника, и топливо, заработная плата людей растет. Ну и здесь поэтому я считаю, что должны быть соответствующие направления приоритетные по городу выбраны. Но Евгений Николаевич это все, кстати говоря, хорошо понимает. Так? Мы часто достаточно с ним разговариваем. Сегодня как раз тоже немножко поговорили и договорились 2 мая город как раз проехать, посмотреть. Вот. Ну, к сожалению, где-то на средних звеньях, более низовых звеньях управления и предприятиями, и какими-то, может быть, структурными подразделениями или что-то пока не очень получается.
Вот. Но вот еще раз говорю, дворы, конечно, мне же тоже люди постоянно пишут, у меня же сейчас со времен руководства города много людей, знакомых осталось, и вот начинают слать. Вот. Там проблема, тут проблема. Приходится реагировать тоже. Сразу же после прямой линии на связи появился, значит, в информационном поле появился мэр Женя и сказал, да, это очень плохо, что компании, которые занимаются благоустройством города, да, ну, такие, например, как Саханнефтегаз или Якутгаз, да, и такие, как Водоканал, после проведения своих работ оставляли все, значит, вот в таком ненадлежащем виде. Ну, то есть бросали все, мусор, грязь, да, непролазная грязь, в которой застревают внедорожники. В общем, очень возмутила мэра Женю. Вот, да, такое ощущение, что он первый раз вообще, первый день на работе. Первый день на работе. А между тем прошло 5 лет, как он занимает эту должность. Вот. И тут же, кстати, после этой прямого разговора Николая, которое было записано, да, появилось видео с якутскими чиновниками, коммунальщиками, которые занимаются своими руками ямочным ремонтом. Давайте посмотрим. Это жуткое зрелище, оно абсолютно отвратительное. Да? Почему? Почему я так думаю? Потому что это продается жителям города. 40% населения Республики Саха живет в городе Якутске. И вот этим 40% населения Республики Саха продается вот такое видео. Да? Рассказывается о том, как чиновники наши наконец-то покинули свои теплые кресла и вышли на работу сами. Да? И занимаются ямочным ремонтом. Вот. Да наш Антон Васильев, волонтер, он работает эффективнее, чем все эти чиновники. Огромная армия чиновников, которая сидит в кабинетах и ничего не делает. И проводит такие пиар-акции. Вообще отвратительно, да, на это все было смотреть. Я надеюсь, что никто из тех людей, которые посмотрел это видео, конечно же, им не поверил. И не воспринял это видео как видео, на котором на самом деле якобы эти чиновники вышли и что-то там делали. Очень на это надеюсь. Так, следующая новость. Об этом нельзя не сказать, это нужно обязательно. Об этом нужно обязательно сказать, да, о том, что с 1 июля тарифы поднимутся в Республике Саха на все виды коммунальных услуг. В среднем вырастут тарифы на 13%, в некоторых районах говорят 15%, а кое-где и до 17%. Давайте посмотрим эту новость. 24 апреля на очередном заседании депутатов председатель правительства Якутии Кирилл Бычков проинформировал об увеличении тарифов на ЖКХ. С 1 июля 2025 года тарифы на все виды ресурсов вырастут в среднем на 13%. Меньше всего вырастут тарифы на газ – порядка 11%. Тарифы на электроэнергию подорожают больше всего – от 11% до 17%. Тарифы по водоснабжению будут по медиане в районе 13%. Добавим, что по информации Госкомцен Якутии, для отдельных домохозяйств в зависимости от благоустройства жилья рост платы за коммунальные услуги не должен превышать 15,1%. Ну что, подорожает больше всего электроэнергия, немного подорожает газ. И это несмотря на то, что не так давно у нас повысились цены на бензин. В конце прошлого года цены на бензин поднялись достаточно резко, да, 92-й бензин стоит 71, дизель 88. В прошлом году ЖКХ дорожало практически на 10%. А с 1 апреля этого года подорожал проезд в городском транспорте. 52 рубля стал в Якутске. Чтобы добраться до пригорода, нужно заплатить 95 рублей в один конец. И это при том, что средняя заработная плата, настоящая в Республике Саха, в пределах 60 тысяч рублей. А в деревнях люди получают и того меньше. Как, скажите, пожалуйста, вообще на эти деньги людям, если они будут платить коммуналку, да, половину из заработка отдавать за коммуналку, как на эти деньги людям жить? Государство абсолютно, не государство, наше правительство абсолютно об этом не заботится. Теперь давайте сравним с Москвой. Вот, например, газ.
Ну, почему я беру газ? Потому что Республика Саха – это газодобывающая республика. В квартирах один кубометр стоит выше, это в Якутске, да, стоит выше 10 рублей. В Москве в квартирах 1 кубометр газа стоит меньше 9 рублей. Почему такая вот жителям республики нужно задавать вопрос Айсену Николаеву? Вот на прямую линию звонить и задавать вопрос. Почему? Ну, конечно же, это я так говорю, да, на прямую линию не дозвонишься до него, понятно. Но все равно нужно задавать вопрос властям. Почему в Москве газ, который добывается в регионах, в том числе и у нас, стоит дешевле, чем в Республике Саха? Такое ощущение, что это они там добывают под Москвой газ и отправляют потом в Республику Саха, поэтому у нас все так дорого. И это при том, что в Москве зарплаты в 3 раза выше. Средняя зарплата в Москве, наверное, средняя минимальная зарплата в Москве и, наверное, не в центре Москвы, ну не в самой Москве, а где-то вообще в агломерации, да, где-то в пригородах, она составляет 162 тысячи рублей. А вообще, на самом деле, они получают там по 500 тысяч рублей ежемесячно, и мы не говорим о зарплатах чиновников высшего звена. Это обычные зарплаты обычных людей. Ничего не поделаешь, ничего с этим не поделаешь с ростом цен. Они как при этой власти росли, они так и будут расти. Рост цен, строительство дорог, значит, строительство и даже того же самого моста, и объектов образования, и объектов здравоохранения, и вообще решение всех этих вопросов, оно возможно только при независимости, да? Только в том случае, когда республика получит независимость. Только в этом случае у нас появится возможность выбирать себе людей на управляющие должности. Мэрами городов, мэрами наследов, главами улусов станут люди, которые на самом деле, для которых на самом деле жизнь в республике, она не безразлична. Да? Им не безразлично то, что происходит, им будет не безразлично то, что происходит в республике. И это будут те люди, которые на самом деле о нас заботятся и любят нас. И республику, и людей, и, в общем, и самих себя уважают. Да? Вот, на этой ноте, печальной, к сожалению, да, я хочу попрощаться. До следующей пятницы. Еще раз вам хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Да, и, как всегда, я это делаю в конце видео. В описании к этому видео я опубликую все те способы, которыми вы можете помочь нашему движению и можете помочь продвижению нашего канала. Всем спасибо. Увидимся в следующую пятницу.